Toplanmış salkın bal berekede sevindirir kuvancıları. Da onlar satırlarını toptan hem kilaya göre. Moldova Devletin Kuvancılar Asosiyasyasının başı Ion Maksim Nişannerani bu yıl pahalar bal mallarına daha küçük bıldırkı pahalardan. Da bu bağlı onun anani. В этом году, по сравнению с прошлыми годами, урожаи акации хорошие и в европейских странах. Особенно это касается Венгрии, касается балканских стран и Румынии включительно, которые собрали хороший урожай. И, видимо, наши трейдеры, которые собирают мед, я имею в виду, где мы экспортируем 95% в европейские страны, они об этом узнали, и они решили сэкономить на производителя, а не на, чтобы они тоже немножко как бы убавили свои аппетиты по прибылям. И получается, что мы будем страдать из-за этих. Но я думаю, что к осени, надеемся, что цена немножко повысится. Vladimir Haruca kuvancı komrattan söyler ani o bağlı ta satmadı. Неченки pahalar dile kışıklı. Kuvancılık o harçlı bir bölüm. Сняли мы в этом году, хороший урожай был весной на акации. Но пока не можно сдавать его, потому что не дают цену. Хотят заграничные друзья наши держать нас в нищете. Их мед они продают по 20-25 евро, а у нас хотят забрать по 70-80 лей. Это вообще смешно. Bıldır toptan pahalar salkın balına ta yüksektiler söyler Moldova Devletin Kuvancılar Asosiyasyasının başı Ion Maksim. Если в прошлом году продавали по 130-150, то в этом году 150, скажем так, на килограмм. Если продают вот на этих рынках, на этих фестивалях, которые организовываются и в районах, и в Кишиневе, немножко повысилось. Но опять же, исходя из того, что наше население, покупательная способность очень низкая, мы все это понимаем, и наши пчеловоды сначала требовали 180, потому что у нас большие затраты. И практически не окупаются все затраты. В этом году мы, если так пойдет и дальше, у нас будут потери, ощутимые потери в пчеловодстве. Потому что интервенция, считайте, если с середины июля до сентября надо будет подкармливать пчел хотя бы 2 раза в неделю, это обойдется нам в большую копеечку затраты. Vladimir Haruca alatlamır satma salkın balını. O nişanlar ani bal hızlı bozulmır. Мед это не абрикосы, и не черешня, и не вишня. Не сдам мед, пока не будет цена. Мед не портится, хороший мед, и на следующий год будет мед. И через 2 года будет мед. Я лично, если цены не будет, я его сдавать не буду. Лучше людям гуманитарную помощь буду давать, чем давать кому-то обогатить его. Bu yılki bal pek kaliteli hem dağıtlı bir mal. Сначала берут анализы, проверяют анализы в Ансу, и проверяют анализ из-за границы. 2-3 анализа делают, пока забирают мед. И стараются забирать у нас очень дешево, как у людей 3-го сорта. Мед у нас очень хороший, и не сравнить даже с ихним. Как у нас все вкусное в этой нашей Молдавии. 2022 yılda Flambur bal toplaması yufkaydı ama Semiçka'da ne soyulacak ta dil belli nişanlar Ion Maksim. Мы почти не собрали липу. Есть некоторые особые случаи, которые собрали, но не так уж в таких больших объемах, которые были в прошлых годах. Сейчас мы находимся на сборе центр и север Молдовы, юг уже заканчивается, медосбор на подсолнух, который тоже, к сожалению, по данным, которые имеем мы с территории, сначала был хороший сбор, потом как-то резко прекратился, и у нас сейчас, по-видимому, мы должны будем делать большие интервенции с кормом и с другими, чтобы поддерживать наших семей. Я не думаю, что у нас будут большие урожаи. Может 50% по сравнению с прошлым годом, а может и меньше соберем. Потому что если не будут дожди в ближайшие 2-3 дня, это будет очень-очень плохо и плачевно для нашей отрасли. Moldovan kuvancıları niyetlenerler yardım için danışma Çiftçilik Ministerliğine, Agrar Komisyasına hem Premier Ministrosuna.